бәшбі баран қалла тоқ әтелерде тоққа инстаграмға бір час хаятақ қана нек болады ден. Так, сейчас приглашаю. Так, ну, видимо, наш час все-таки прошел. Да. Нам нужно потихонечку закругляться. Там есть еще вопрос? Так, тут, смотрите, очень много вопросов. Допустим, так, интересные такие вопросы сейчас задам. Мне кажется, что я не люблю детей. Не хочу с ними проводить время, написали. И получается, что это, какие установки? Девушка, парень? Мужчина. Мужчина. Угу. Ну, определенный страх какой-то, да? Не люблю, не хочу. И из-за этого у них нету детей, или у них уже есть дети, и у него есть определенный страх? Тут смотрите, дело в том, что у них 4 ребенка, двое детей от бывшего мужа и 2 детей от него. Получается 4 ребенка, 2 и 2 получается. Ну, давай гадать не будем, пусть проработает образ «мои дети». Варвара, плохо слышно вас, говорят. Молодому человеку можно посоветовать проработать образ «мои дети». И у него там что-то выйдет, да, наверняка есть какие-то очень важные причины вот, не любить детей, да, вполне возможно, он теряет свободу от этого, от общения с детьми. Может быть, есть определенное какое-то разделение «мои дети», «не мои дети». Тут просто нужно вот прорабатывать через образ. Начинается через образ. Поменять образ в подсознательном уровне. Да, подсознательный образ. Всегда, когда мы делаем какие-то запросы, в первую очередь мы смотрим образы базовые, да, а потом уже начинаем находить там установки. Почему? Да, допустим, вот, просто представить, вот мои дети, да, и он видит из 4 только 2, да. И, возможно, он 2 признает, а 2 подсознательно не признает. Да? Сознательно он хочет, это дети его жены, а в подсознании что-то сидит. Там типа кровь не наша и так далее, и так далее. Да, может быть, где-нибудь когда-то в детстве дедушка очень заострял внимание на рот, на кровь и так далее. Да? Всякое может быть. Поэтому стоит проработать именно через образ. Так, вот спрашивают, где и как приобрести мастер-кит, методику? Методику. Методика, она распространяется через сеть, да, подписчики Валеры, начинаете терроризировать Валеру, отправьте мне ссылку, и через эту ссылку делаете регистрацию в интернете. Так, и вопрос от меня будет. Допустим, есть люди, которые вот слишком часто обижаются на людей, да? Ну, когда есть причины, без причины, что бы вы им посоветовали бы? Что нужно сделать, чтобы не обижаться на других? Ну, достаточно глубинно, да, вот если кажется, что люди все хотят меня обидеть, это о чем говорит? Это говорит о том, что у человека образ окружающего мира агрессивный, что люди агрессивны, что люди хотят меня обидеть. Да? Это вот первый момент. Ну и второе, это работа через универсальные установки, это любовь к себе просто так, это открытие своей индивидуальности и работа с самооценкой. Получается, если я слишком много обижаюсь на окружающих, мне нужно сперва приобрести мастер-кит, потом уже нужно прорабатываться, да, в образе, да, или в каком тренажере? Вообще, первоначально нужно научиться снимать обиды. Да, у него же много накопленных обид. Проблема в том, что мы эти обиды в себе носим. А если человек очень обидчивый, то он уже гнется под гнетом своих обид. Понимаете? И что это означает, когда человек угнетает эти обиды? Он начинает болеть.
он начинает просто-напросто болеть. А наш организм не выдерживает большое количество негативных эмоций. Мы просто начинаем болеть. Поэтому жизненно важно для здоровья перестать быть обидчивым человеком. Поэтому такому человеку в первую очередь нужно научиться работать с самим собой. Так, Либо там начинать ходить к психологу, либо самый лучший вариант это приобрести мастер-кит и начинать работать с собой. В методике очень хорошо прописано обучение. Обучение тут не нужно читать там целые тома книг. Да? Обучение идет видеоуроками. И каждый видеоурок это 7-9 минут максимум. Даются самые основные понятия. И идет именно постепенное внедрение вот, в эту методику, да, через практику, через проработки. Это абсолютно практичный инструмент. Это не просто как очередная книжка, которую прочитали и положили на полку. Это инструмент, который мы используем каждый день. Вот есть вопрос, как избавиться от чувства вины. На самом деле чувство вины это очень неконструктивное чувство, ощущение, да? Потому что, чувствуя вот эту вину, мы начинаем сливать энергию совсем не туда, куда надо. В методике вообще практически в большинстве тренажеров первым этапом идет именно снятие чувства вины. То есть снятие чувства вины встроено почти в каждый тренажер в методике мастер-кит. Есть вот понятие осознанности, да, когда мы берем на себя ответственность за свою жизнь, но без чувства вины. Это очень важно. А чувство вины, ну, кроме как головная боль, что там еще может появиться от чувства вины? Мир же синхронный, если даже что-то происходит, оно, как правило, происходит между двумя людьми. И как раз встречаются два человека, которым очень нужна эта ситуация. Даже если один другого обидел, один обиделся, другой обидел. Тот, который обидел, он потом испытывает угрызение совести и чувство вины. Но нужно понимать, что обижающемуся тоже была нужна эта ситуация. Она же его же тоже чему-то учит. В подсознательном уровне, то есть тоже так же, да? Ну да. Для чего-то нужна была. Нужно осознавать, что все, что происходит в нашей жизни, оно особо важно для нас. Это не просто так происходит. И к каждой ситуации нужно относиться именно так, как к уроку, да, определенному. Зачем мне нужна эта ситуация, чему она меня учит. И действительно не обижаться и принимать эту ситуацию. И тогда, когда ты проходишь вот эти уроки, то, соответственно, необходимости повторения жестких уроков жизни потом уже будет все меньше и меньше. Так, у меня вот еще тут очень много вопросов. Так, это все касается отношения. Давайте вот сейчас разберем насчет денег и предназначения, да? Чуток обсудим. Так. Можно ли стать успешным с помощью методики? Конечно, можно. Можно стать успешным. Что такое успех и неуспех? Да? Мы ставим себе определенные цели. Да? Вот для меня, допустим, будет успешным мой бизнес, если он будет ежемесячно давать мне доход там 300 тысяч рублей. Да? Или мой бизнес будет успешным, если я выйду там на международный рынок. Или мой бизнес будет считаться успешным, если в моей компании будет работать 100 человек. Да? У каждого же свое мерило определенного своего успеха. У каждого своя норма. Да, определенная своя. Но просто и точки зрения же у всех разные. Да? Вот. И для того, чтобы достичь вот этой своей цели, нам что-то мешает. Да? Допустим, мы создаем международную компанию, вылезти даже, намеков пока выйти на международный уровень пока нету. Да? Значит, у нас есть определенные установки, которые мешают достижению цели. Мы же действуем, каждый день что-то делаем, но почему-то что-то не получается. И через методику мы просто начинаем прорабатывать свои трудности. Что нам мешает? Что нам мешает сделать вот этот свой бизнес? Хотим мы выйти на международный уровень, да?
Но для этого нужно, чтобы наш продукт был очень ценный. Значит, мы прорабатываем продукт очень хорошей, такой высокой ценностью. Прорабатываем образ, да, получается, Прорабатываем на через методике. образ, через сознательный запрос. Когда человек начинает заниматься бизнесом, у него очень много страхов. Очень много страхов вылезает, очень много вылезает качеств. Например, какого рода страхи? Страх не справиться, страх обанкротиться, да? Страх нищеты, страх позора, страх публичного позора. Вот недавно мне сказали одну установку, если прорабатывали образ денег, мне говорят, если я буду богатым, то закрыли глаза и посмотрели, а там его, оказывается, убили, киллер, из-за того, что у него много денег. И я ему сказал сразу, ну, все, пока у тебя эта установка, ты богатым никак не станешь. Ну, эту установку можно проработать. Да. Буквально, да, вот в твоем варианте за 5 минут, да, в традиционном варианте за 20-30 минут. Ну, это того стоит. Это того конечно, стоит. Конечно. Если ты занимаешься бизнесом, обязательно нужно прорабатывать качество. Неудачник, лох, тюня, ну вот разного рода вот то, что вылезает в антипод успешному бизнесмену. Да? Обиды на партнеров, обиды на клиентов, обиды на правительство, обиды на Путина обязательно нужно проработать, потому что это тоже очень сильно влияет на бизнес у многих людей, как оказалось, да. Вот, даже обида на деньги бывает. Да, просто такое тоже есть, ага. Да. Вот, и связи, которые есть, да, вот в том примере, который ты сейчас сказал, это связь больших денег и криминала. Да, что или деньги – это связь денег и смерти, денег и опасности для жизни, да, деньги и одиночество, богатство и одиночество, да, или богатство и болезнь. Ну, много бывает вот таких вот моментов. Очень часто у людей связана успешность бизнеса, связана с тем, что они будут работать круглосуточно. Чаще же вещают, что бизнесмены, они без выходных, без проходных, 367 дней в году. Не делегируя. Да, что нужно все держать под контролем и так далее, и так далее. Да? То есть вот эти моменты, они все прорабатываются. А что нужно сделать? Примеры успешных бизнесов с помощью методики, их много. Так, а вы можете, да, вот привести пример из богатых людей, кто пользуется методикой не только в России, но и в Якутске, в Якутии? Ну, давайте вот скажем не богатых, а успешных довольно. Вообще, что такое успешный человек? Успешный человек – это человек, который очень целеустремленный, он стремится к своей цели, и в стремлении к своей цели он обучается, он готов к обучению. И я могу сказать, что, ну, наверное, половина людей, которые взяли методику, это априори успешные люди. Они его берут как способ для саморазвития. Да? Другое дело, что они не хотят афишировать это. Потому что, ну... Может, установки какие-нибудь, может? Методика MasterKit на сегодняшний день это очень мощное конкурентное преимущество. Наш рынок, сами понимаете, он не самый большой в пути, да? И, соответственно, люди это понимают. Вот. Что касается вообще вот дальнейшего, да, вот, мне вообще кажется, что года через 3 это может даже войти в обиход при приеме на работу. Кто такой специалист, который, ну, допустим, специалист по продажам, который занимается методикой MasterKit? У него будут тормоза? Нет, у него не будут, ну, скажем, если даже у него будут установки или страх, то он сразу пойдет в гримерку или в раздевалку, сразу проработается и все, на изи все продаст.
грубо говоря. Мгм. Это очень мощное конкурентное преимущество. Да, все верно. Это как бы чит, да, грубо говоря, чит только в жизни. Читерство, Мгм. говорят. Мгм. Друг мой рассказывал, говорит, когда у меня будут дети, то я обязательно буду искать детский сад, где у них воспитатели пользуются мастер-китом. Только Мгм. именно вот я своих детей буду доверять только осознанным людям, говорит. Мгм. Мгм. А как вот, допустим, мы уже сказали, да, вот, что мастер-кит плотно связан с бизнесом, Мгм. а как со здоровьем оно связано? Ну, естественно, очень сильно связано. Вообще, любая болезнь, она начинается с эмоционального напряжения. Угу, Да? Первый этап формирования болезни – это эмоциональное напряжение. угу, Потом уже идут энергетический дисбаланс, функциональные нарушения, системные нарушения, точнее функциональные нарушения новообразования и системные нарушения. 5 этапов болезни, как формируется болезнь. угу, И самым первым здесь стоит именно эмоциональный дисбаланс. угу, Вот этот с этим эмоциональным дисбалансом как раз работает методика. И очень часто люди в методику приходят конкретными болезнями, уже с диагнозами, да? угу, Но это говорит о чем? Диагноз говорит о том, что человек эмоционально дисбалансирован настолько, что тело уже не выдерживает, настолько, что тело уже начинает болеть. Да? угу, И по мере того, как человек прорабатывается в методике, постепенно он начинает гармонизироваться. И тогда первый этап болезни, эмоциональная его составляющая, она начинает уходить. угу. Да? То есть человек выравнивается эмоционально, и в таком случае ему гораздо проще выздороветь. На самом деле человеческий организм – это самовосстанавливающаяся универсальная машина. Угу. В природе не существует других вариантов техники, которые самовосстанавливаются. А человеческий организм – это самовосстанавливающаяся система. Но для этого ему необходимо нормальное эмоциональное состояние, гармоничное. Да? Угу. Вот в этом как раз помогает методика. Но методика абсолютно не противоречит официальной медицине. Люди, Ага. которые уже достигли функциональных нарушений, новообразований, системных нарушений в теле, они нуждаются в обязательной медицинской помощи. Но при этом мы всегда видим, да, что одни люди при этом вылечиваются быстро, а Ага. другие, к сожалению, не вылечиваются. И это вот как раз составляющая именно эмоционального состояния. Очень много случаев слышал, когда человек, допустим, заболел, и ему врачи говорят то, что он уже не выздоровеет, все, кирдык, край. Мгм. Мгм. Но спустя какое-то время он полностью вылечивается. Мгм. Это вот как раз так. Это вот как раз тот вариант, когда человек решил сам измениться, Ага. изменить свое внутреннее состояние. Человек вылечивается от болезни не через таблетки, а через внутренние изменения. А таблетки, они только являются вспомогательным вариантом. Ага. А, А вот люди вот науч... Мгм. спрашивают, о чем эфир, да? У нас уже второй час эфира идет. Мы разговариваем про методику саморегуляции MasterKit, про то, как можно его использовать в жизни. Ага. Вот вопрос от меня. На научном уровне доказано, да, что вот подсознание именно влияет на здоровье человека, и поменяя свое мышление, свое подсознание, Мгм. стать, выздороветь, грубо говоря. Мгм. Мгм. В компании SuperEgo есть научно-исследовательский институт. Он создан в Мгм. 2017 году, институт называется НИИ саморегуляции. Работает он в Казани и исследует этот институт влияние методики с точки зрения нейрофизиологии, психологии и третья составляющая какая была? Так,
М, Точно не Забыла. скажу. Да, забыла. Но исследования проходят еще, вот начиная с 2017 года, уже третий год. Мгм. И доказано, что методика работает не на самовнушении. Это не плацебо, это не самовнушение. Исследуется состояние людей как до проработок, после проработок, во время проработок. И идут именно инструментальные исследования. Мгм. Каким образом меняется состояние, биохимическое состояние организма, каким образом меняется очень много моментов, факторов на полиграфе исследуется, да, каким образом меняется состояние человека во время проработки. И по истечении определенного периода работы в методике также проводятся исследования. И они показывают то, что, во-первых, люди, которые системно занимаются методикой, у них снижается стресс. Мгм. Да? Это самое основное. У нас большинство болезней от стресса. Это вот как раз та эмоциональная составляющая, про которую мы до этого говорили. И почему у людей снижается стресс? Да просто потому, что появляется ощущение, человек на практике видит, что он умеет решать свои проблемы. Да? Мгм. Кроме того, сама проработка выстроена на изменении эмоционального фона. Вот ты в спокойном состоянии сделал свой запрос, во время проработки у тебя поднимается нервное напряжение, Мгм. это уже абсолютно четкий гормональный фон, это кортизол, адреналин, да, норадреналин. Потом спадает резко нервное напряжение, и ты прорабатываешь до состояния эйфории или облегчения. Там уже совсем другой гормональный статус. И вот на смене вот этого гормонального статуса человек просто учится управлять своим стрессом. Мгм. Это очень мощный такой вот фактор, который является основным, почему методику поддерживает Нобелевский фонд. Нашу методику курирует Нобелевский фонд, и куратором научным является Майкл Нобель. Мгм. Во-первых, это близко с темой его исследования. Во-вторых, он уже не один раз говорил о том, что методика MasterKit является уникальным немедикаментозным способом лечения от депрессии, Мгм. методом борьбы со стрессом. То есть это очень важно для человечества. Самая основная проблема в болезнях — это, оказывается, даже не СПИД, это, оказывается, даже не рак, не онкология, это, оказывается, стресс. И вот в борьбе со стрессом весь мир ищет немедикаментозные способы борьбы со стрессом, и методика MasterKit, она уже научно себя доказала как такой метод. Кроме того, вот исследования показали, что люди, которые занимаются методикой, у них повышается интуиция. Ну, Ага. по сути, да, ты каждый день у себя спрашиваешь какой-то вопрос, и ты уже понимаешь, каким образом ты на него отвечаешь, как приходят вот эти ответы, да, с подсознания. Естественно, повышается интуиция. Интуиция есть у каждого человека. Мы просто его заглушаем своими страхами, своими обидами, низковибрационными эмоциями. Когда мы убираем вот обиды, работаем со своими страхами, интуиция, она, естественно, обостряется. И это Мгм. становится такой очень интересной встроенной функцией осознанных людей. Более интуитивные люди, более интуитивные, например, предприниматели. Представляешь, Мгм. как мощно они будут принимать решения, когда у них вот интуиция как встроенная предпринимательская функция. Вот. Кроме того, по результатам исследований доказано, что люди становятся более рациональными. То есть это не Мгм. какие-нибудь там фанатики, эзотерики. Они четко видят конкретную цель. Даже вот по себе мы наблюдаем, что даже когда происходит какая-то ситуация, ты абсолютно не теряешь голову. Мгм. Ты четко, трезво оцениваешь, потому что ты не впадаешь в стресс. Ты видишь ситуацию, как она происходит, ты понимаешь, зачем она тебе нужна, и ты знаешь, каким образом ее решить. Мгм. Да? И таким образом вот рационализм, он очень четко отслеживается по всем вот этим индексам. Да? И
По запросам, вот исследования происходили еще по поводу того, какие люди приходят в методику, что они хотят от методики. И оказалось, что большинство людей хотят решить финансовые вопросы. То есть люди на самом деле недовольны своим уровнем доходов, и приходя в методику, они находят источники дополнительных доходов. Причинами низких доходов, вот как ты уже сказал, это плохой образ денег. Деньги это опасно, деньги это плохо, быть богатым плохо. Такого рода установки, они в методике прорабатываются, и человек выходит на совсем другой уровень доходов. Ну и самое интересное, вот я вообще вот через почти 2 года, да, работы в этой методике пришла к такому мнению, что на самом деле люди приходят в методику MasterKit для того, чтобы найти себя. Найти свое предназначение. Да, предназначение. У нас как раз такой вопрос возник. Так, спросили сегодня, как быть, если нет цели и веры в себя? Можно ли найти свое предназначение? Что нужно проработать, если я хочу карьерного роста? Спросили. Ну, это на самом деле несколько, да, вопросов. Когда я не верю в себя, когда у меня нету целей, да? Да. В методике в составе универсальных установок есть такой тренажер, называется «Мои желания». Мы боимся желать, потому что нам в детстве запретили кушать 2-е, 3-е, 4-е мороженое, покупать 3-ю машинку и так далее, и так далее. У большинства взрослых людей закрытые желания. Ну и, соответственно, нету целей. Да? Советское воспитание, может, повлияло, не да? обязательно только советское. Я думаю, что и в твоем детстве было не очень богато. Жили, да? У меня, например, есть одно непринятое качество. Я не люблю атахджона. Да. Давайте, я думаю, у нас... Да, и получается, я нашел в нем силу. Какая сила? Допустим, в детстве я, когда заходил в магазин, я обязательно что-то просил у мамы и накатывал истерику прям жесткую и добивался. А когда я вырос, я немного изменил технику, можно сказать, но то, чего я желаю, я обязательно добиваюсь. Вот так. Допустим... вот я еще не ответила полностью на вопрос касательно веры в себя. Ну вот то, что касается отсутствия целей, это нужно открывать желания. Причем нужно понимать, что подсознание реагирует только на наши собственные желания. Очень часто мы подменяем чужими желаниями свои. Да? Мама хочет, чтобы я стала там успешным бизнесменом. Я вроде хочу стать успешным бизнесменом, но на самом деле я это хочу ради мамы. Не ради себя, а ради мамы, получается. Ради мамы, да. И начинается вот противоречие, да. И в этом случае, подсознание так не хочет. Если я не верю в себя, это вот опять же вопрос заниженной самооценки, отсутствие любви к себе. Просто так, да. Или может быть задавленная индивидуальность. Очень часто вот у нашей уравниловка в наше время даже, и сейчас тоже, да, вот есть единая школьная форма, да, любые проявления индивидуальности в подростковом возрасте, они достаточно жестко, почти в репрессивном порядке, они пресекались, да, сейчас чуть посвободнее, но человек постепенно учится подавлять свою индивидуальность и быть не лучше других, да, и становится сам себе абсолютно неинтересным. Те же установки, получается, действуют. При этом не нужно бояться, что проработав свою индивидуальность, ты там вдруг станешь каким-то абсолютно отвязным товарищем, который не будет вписываться в общество, да. Во-первых, если ты сам от природы такой, то это все равно будет пролезать, да, вот этот индивидуализм. Во-вторых, проработав свою индивидуальность, ты все равно встроенная функция, мы же люди социальные. Ты все равно не будешь прыгать выше головы, там, жечь костры на улицах или еще что-то, да. Просто ты становишься свободным внутри, способным проявлять свою индивидуальность, свою уникальность. Вот. Что касается предназначения, можно ли открывать свое предназначение? Опять же, на мой взгляд, самый основной тренажер в методике, он называется «Мое предназначение».
Ага. И тут у людей возникает очень много страхов. Ну, если утрированно, то мы боимся, что мое предназначение балерина, а я, Мгм. извините меня, 140 килограмм. И 100 нужно снять, чтобы стать балериной. Или же, То есть, например, если я найду свое предназначение, то мне придется поменять работу, а мне здесь очень хорошо платят. да, такое Есть и тоже такие может быть. установки были. Есть даже такие установки, что предназначение не может нести дохода. Да, потому что Ну чаще да. всего люди очень творческие, и вот буквально сегодня, да, одна девушка говорила о том, что, говорит, во время отпуска я прошла мастер-класс и поняла, что я хочу заниматься вообще столярным делом. Мгм. У меня это хорошо получается, я хочу делать мебель, какие-то вот резные изделия, но это же совсем не женский труд. Мгм. Понимаете? То есть на самом деле человек, скорее всего, наступил на свое предназначение, но опять же из-за вот этих установок, что люди не поймут, что это не женский труд, что за это не будут платить. Если я буду продавать свои изделия, то мне придется просить у людей денег. Ну, вот такого плана установки, они Навязанная мешают установка человеку. получается же. Ну, ну да, вполне возможно, что навязано. У каждого человека установка каким-то образом она туда, в него вошла. Мгм. Задача заключается в том, что, ну, если ты хочешь заниматься своим любимым делом, то ты можешь этим заниматься. И ты даже на этом можешь зарабатывать. Более того, что такое предназначение, что такое талант человека? Вот это способность человека, которая у него получается лучше, чем у других. Мгм. Понимаете? То есть это с этой способностью, если ты откроешь свое предназначение, то ты будешь лучшим среди других. И тебе за это должны платить больше, потому что Мгм. плата за труд, да, плата за талант, это же благодарность людей. Деньги это не Энергообмен. просто, да, это энергообмен. Деньги это не просто средство расчетов, это мера благодарности, мера оценки людьми твоего таланта. И вот в этом плане открыть предназначение – это очень важно. И чем раньше ты это сделаешь, тем дольше ты будешь счастливым. Но даже люди в возрасте, да, Мгм. открывая свое предназначение, они буквально начинают новую жизнь. Никогда не поздно. Тот Никогда не же поздно открыть свое Крок, предназначение. тот же Сандерс, например, да, вот KFC. Мгм. Сандерс, по-моему, в 62 года, по-моему, открыл свой бизнес, если не ошибаюсь. Ну, все мы приходим разными путями к своему предназначению, но мне кажется, что наиболее экологичный способ – это вот проработать его, убрать те блоки, которые тебе мешают проработать свои предназначения, найти свое предназначение и просто начинать жить, потому что предназначение – это то дело, думая, которым ты засыпаешь, и думая, которым ты просыпаешься, и в течение дня это тебе доставляет удовольствие. Ага. Вот недавно меня спросил мой друг, как мне быть, если я хочу карьерного роста, но тот человек, который сидит выше меня, он, ну, как бы профессионал своего дела и говорит, у меня теории и практики намного меньше, чем у него, но тем не менее я хочу, грубо говоря, стать директором. Тогда Мгм. что нужно сделать для этого? Что нужно проработать? Мгм. Мгм. Ну вот когда человек оценивает, да, что я теоретически менее подкован, чем тот, Мгм. практического опыта у меня меньше, чем тот, то есть я менее достоин, чем другой человек. Это что? Это оценка, это оценочное же. Да. Работая над своей самооценкой, можно добиться очень больших результатов. Другое дело, ему надо это, потому что очень часто карьерный рост – это, опять же, подмена истинных желаний, ну, имитация бурной деятельности, чего Мгм. он реально хочет. На самом деле я бы посоветовала открыть вначале свои желания, Ага. а потом уже можно проработать и карьерный рост тоже. Да? Мгм. Можно проработать, ему могут предложить совсем другую должность, совсем в другом месте. Мгм. Да? Или же можно точно прорабатывать именно конкретно вот это место, если это истинное твое желание. Очень часто бывает так, что мы не понимаем своих истинных желаний. Мгм. Ну,
хотя, может быть, он просто очень сильно хочет быть на месте этого директора. Ну да, верно. И так, получается, ему сперва нужно найти установку, которая мешает, и Открыть проработать собственное, самооценку. на самом деле открыть желание и понять, что он хочет, реально, что он хочет. Ага. Когда делаешь проработку вот в этом тренажере, ты встаешь, как будто вот ребенок. Очень Мгм. много чего ты хочешь, да? И когда есть выбор, вот оттуда можно выбирать реально, что он хочет. Он поймет, что такое истинное желание, и примерит вот этот свой карьерный рост именно на эту должность. Это является его истинным желанием или навязанным. А потом уже, исходя из этого, он будет действовать. Понял. Мгм. И еще нужно помнить то, что есть понятие вот экологичности, да? Подсознание, ну, все равно вот изначально мы неосознанно действуем как здоровая клетка, да, то есть То, мы то есть? не запрограммированы на то, чтобы вредить другим людям. Ага. У меня вот спрашивали в консультации, да, вот каким образом женщина рассказывала про ситуацию, когда муж у нее умер, Мгм. пасынок, то есть сын от первого брака, у них отобрал все деньги. И она осталась М. без мужа, с маленькими детьми и без денег. И она с Мгм. ним судится, и она говорит, он такой вот наглый, я хочу его засудить, посадить за решетку. Мгм. Первое ее желание было такое. И она говорит, я прорабатывала именно то, чтобы посадить его за решетку. Мгм. То есть навредить другому человеку, да? Мгм. И тут нужно понимать, что у каждого же человека своя правда. Вот она видит эту ситуацию таким образом. Тот пасынок, наверняка у него тоже есть своя правда, в которой отец его бросил, ушел в другую семью, и теперь он берет то, что ему положено, да? Мгм. Вот. Когда мы начали разбирать эту ситуацию с точки зрения истинных желаний, на самом деле в итоге оказалось то, что она на самом деле хочет не его в тюрьму посадить, она хочет просто деньги получить, наследство. Мгм. Да. Угу. А на вопрос, а почему тебе так важно не получать эти деньги? Она выпалила прямо, так я еще при жизни сказала ему, что нам от тебя ничего не надо. Понимаешь? То есть Понял, ага. реализовалось то, что она на самом деле хотела. Она хотела наказать своего мужа. Она сказала, Просто. нам от тебя ничего не надо. И Мгм. поэтому деньги забрал пасынок. Да. То есть вот оно и есть вот, внутреннее состояние, как оно рулит. Да? И когда вот стало понятно, что я не хочу его в тюрьму сажать, я просто хочу, чтобы он вернул деньги моим детям. Вот Мгм. тут уже более экологичный подход. Вот на это подсознание будет реагировать. Мысли материальны, как говорится. Ну да. Мгм. Так, сейчас, минуточку. Наши слушатели не утомились? Так, если, ребята, если есть еще энергия немножечко послушать, вы, если что, от себя тоже задавайте вопросы. Угу. Так, вот тут написали. У меня стрессовая работа, не люблю, но там хорошо платят. Как мне быть? Угу. Есть два варианта. Мгм. Полюбить эту работу или найти другую. Очень, очень просто. Стрессовая работа, она, да, и то, и другое прорабатывается. А, Хорошо платят, стрессовая работа. Просто, понимаете, нужно доверять себе, да, вы же не зря выбрали эту работу стрессовую. Она вам мгм. почему-то была нужна. В этом есть вот для вас определенная какая-то прелесть. Это нужно осознать, понимать, принять это, да. Вполне возможно, вам просто не нравится определенный режим работы или отношения в коллективе. Это все тоже прорабатывается. Или же вы хотите просто найти другую работу с
с соответствующей оплатой. Мгм. Прорабатывайте себе такую работу. Я нашла такую Прорабатываем работу. через MasterKit методику. Да, прорабатываем через MasterKit, через сознательный запрос. Я нашел другую высокооплачиваемую работу. Мгм. Или же Так. вот Ага. выписываем все, что не устраивает на этой работе, и начинаем потихонечку прорабатывать для того, чтобы потом ее полюбить. Ага. Так, вот одна девушка пишет. Не могу смотреться на зеркало. Что-то смущает, говорит. Ну, сама не нравится. Человек сам себе не нравится. Это Мгм. образ «я». Это образ «я». Это любовь к себе просто так. Но нужно будет поработать в тренажере образ, именно образ «я». Там вот не могу смотреться в зеркало. Может не устраивать чисто внешность, да, а может быть вот какие-то внутренние действительно противоречия, но они тоже прорабатываются. Индивидуальность, моя индивидуальность, любовь к себе просто так, образ Мгм. «я». Если не устраивает внешность, если не устраивают какие-то черты там, и так далее, то это, скорее всего, самооценка. Прорабатываем через тренажер самооценка. Да, прорабатываем. Да, тут еще стоит рассказать про то, что методика MasterKit, она разделена на уровни. Да? Мгм. Мгм. Раньше все было вот в одном пакете, а сейчас идет уровневое обучение. Это более понятно для, ну, чтобы начинать сначала, да? Мгм. Есть вообще вот как демо-версия, очень облегченный вариант, всего с 2 тренажерами. Первый тренажер – это выявление установки, второй тренажер – это установка. То есть в одном Мгм. тренажере мы находим свою установку, а в другом мы его прорабатываем. И вот этот первый уровень, он стоит всего меньше 5000, да, 4900. Да. Так? Дается допуск на 1 месяц, в течение месяца уже можно понять, вот, что из себя представляет эта методика, этот тренажер, могу я на нем работать или не могу я на нем работать. Вот. Если в течение 3 суток после приобретения вот этого тренажера первого уровня вы решили, что да, это классная методика, я ее беру, вы можете брать первый, второй уровень со скидкой 4900 или сразу все 5 уровней, которые стоят 59 рублей, но вы ее берете со скидкой 4900. Да, то Мгм. есть есть такая вот возможность при принятии решения в течение 3 суток. 72 часа дается. А так, первый, второй уровень, который стоит 26 800 рублей, дает допуск на 3 месяца. Он включает в себя уже... Так, сколько тренажеров? 11, 13 тренажеров. 13 Это на тренажеров. втором уровне только, да? Да, первый, второй уровень. Первый, второй. Он идет как накопительно. У вас будет доступны уже тренажеры и первого уровня, и второго уровня. И вот А, как раз вот во втором уровне есть вот все универсальные установки, основные Мгм. тренажеры по Да-да-да. обидам, по качествам, по страхам, образ, ситуация. Вот эти тренажеры, они уже все есть. Да? Связь, по-моему, тоже на втором уровне была, да? Или это на третьем было? Связь на 3 уровне. Ага. На 3 уровне есть такой очень мощный тренажер, называется глубина. Это уже, ну, такой вот профуровень, когда ты прорабатываешь не только саму установку, но и установку внутри этой установки. Ну и тренажер связь. Это вот 3 уровень. 4 уровень – это самооценка и норма, потому что мы вот на этом этапе работы над собой понимаем, что превалирующим является именно самооценка. Да? Я классная только если я там добиваюсь каких-то результатов, я классная, если я такая, сякая и так далее, и так далее. А, кстати, у меня И вот один уровень пример нормы. есть по поводу «я классный». Прорабатывался, и когда смотрел образ, я сказал, я классный. Оказалось, подождите, там же я классный только если, и у меня там было, если меня хвалят. Проработал, потом оказалось, у меня слова местами поменялись. Я классный не только когда меня хвалят,
а оказывается, меня хвалят, когда я уже классный, оказывается. И вот это вот уже поменялось сейчас. Нету такого страха. Так, меня хвалят, Ага. когда я классный. Ага. Но мне кажется, надо еще поработать. Ну, Связь, хвала и самооценка. ну да, верно. Вот потом, вот помнишь, ты говорил про норму, что у каждого своя норма. Ага. Мы впускаем в свою жизнь только те изменения, которые мы способны впустить в свои мозги. Допустим, печальная судьба людей, которые выигрывали крупные лотереи, она говорит о том, что люди психологически не были готовы к большим деньгам. Да? И когда мы, допустим, имеем зарплату 50 тысяч рублей, и мы на эту зарплату очень хорошо выживаем, если даже мы решим поменять работу для того, чтобы увеличить этот доход, мы опять же найдем работу, которая будет стоить 50 тысяч рублей. Потому что это для нас норма, да? Да, потому что это для нас норма. Точно так же норма может быть 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Человек учится на этом уровне жить, да, выживать, и для него это становится нормой. А для того, чтобы делать более высокие объемы, выходить на другой уровень, сначала нужно прокачать мозги. То есть повысить норму через тренажер, норма. Да, если я буду зарабатывать там 500 тысяч рублей в месяц, да, блин, да это кошмар какой-то, да, это ненормально для меня. Я не смогу ощущать себя нормальным человеком. Вот об этом говорит этот тренажер. А когда ты вытягиваешь свою норму, что для тебя 500 тысяч рублей становится нормальным, то ты сможешь получить эти деньги, и ничего страшного с тобой не случится. Кстати, через именно этот тренажер мой друг, для него было нормально 25 тысяч в месяц, и говорю, ну я в принципе доволен, за квартиру плачу, на продукты хватает. А когда проработал до 300 тысяч, у него сейчас за 4 месяца зарплата поднялась от 25 тысяч до 250, то есть в 10 раз. Классно. Я вообще здорово. В шоке вообще был здорово. от этого. И при этом, когда ты прорабатываешь вот эту норму, да, ты потом не удивляешься тем изменениям, которые происходят, потому что они действительно становятся для тебя нормальными. Это вот все 4-й уровень, да, и самое последнее, это 5-й уровень, это уже выход из оценочности. Там есть 2 таких мощных тренажера, это тренажер деления и тренажер проработка от обратного. Очень тоже такие интересные варианты работы над собой. И при этом уже перестает цеплять вот эта вот оценочность, да, стремление быть хорошим, там, лучшим, идеальным, совершенным. Вот эти моменты исчезают. Внутренний вот этот напряг, стремление все время совершенствоваться, оно каким-то образом отпускает. Цели при этом остаются. Вот. И в итоге получается так. Можно методику MasterKit приобретать поэтапно. Да? Можно купить сначала 1-й уровень, потом 2-й, потом 3-й, 4-й, 5-й. Каждый 3-й, 4-й, 5-й уровень, они стоят 15 тысяч рублей и дают допуск к тренажеру по 3 месяца. Да? Но на самом деле выгоднее покупать методику сразу 5 уровней. Сразу оптом. Да, сразу оптом это будет стоить 59 тысяч рублей. И дается допуск на 13 месяцев. По цене методики, если так вот подумать, то исходя из тех результатов, которые люди получают, то это абсолютно такая акционная цена, скажем так. Да? К слову, английская версия методики, она стоит гораздо дороже. 3-месячная версия, она стоит $1000. Это по-нашему уже сколько сейчас? 65 тысяч, да? А на год она стоит $1790. То есть это вот, совсем другие цены. Получается, у них, если по рублям, то это примерно 110 тысяч, да, примерно получается. Ну да, где-то так получается.
Вот. Ну, в принципе, И это нормально, если для Запада если это ты нормально. будешь, да, если ты будешь хорошо пользоваться и для улучшения своей жизни, я думаю, это вообще Когда, деньги. да, когда компания выходила на международный рынок, Мгм. и была единая цена, то, понимаешь, просто люди не доверяют методике, которая стоит $600. Мгм. Понимаешь? То есть там по-другому совсем работает. И когда они видят, что дает методика, они говорят, как можно такую ценность продавать за такой бесценок? Да, то есть это там по-другому абсолютно подход. У нас обычно люди смотрят из своих доходов, и они не у всех очень высокие, да, и не все могут себе позволить сразу вот эту Мгм. методику и говорят, о, для нас это дорого, да. Мгм. Но сколько у меня партнеров? У меня, наверное, где-то порядка 400 партнеров, и очень многие люди покупали эту методику в рассрочку, и никто не жалеет. Да, То потому есть что, в кредит, да? да, они там используют и кредитные карты, ну, сейчас вот очень часто используют халву, а, приобретают, но зато через несколько, ну, буквально в течение месяца это все дело отбивают. У нас очень такая вот интересная ситуация. Люди друг другу очень много задолжали, скажем Мгм. так, да, и Мгм. когда начинают делать проработки в методике, они начинают получать те долги, которые у них люди взяли в свое время. То есть они начинают возвращаться долги. Начинают возвращаться долги. И это очень сильно радует людей, потому что что такое, когда вот люди у нас одолжили и нам не вернули деньги? Можно сказать, о, какие гады, они деньги не возвращают. А с другой стороны, если посмотреть в методике, тебе зачем-то нужно, чтобы люди не возвращали тебе свои долги. Мгм. Для тебя, для твоего подсознания деньги это опасно. Тебе нельзя получать такие деньги. Вот в чем стоит проблема. И когда люди это понимают, начинают прорабатывать, ситуация выравнивается. Люди оплачивают долги. Мгм. Понял. Так, ну по времени у нас, наверное, Так, сколько 5, уже? примерно 7 минут осталось примерно. До второго часа, да? 2 Да, часа. ну, значит, Мгм. интересно проходит. Да. Ага, и смотрите, вот последний вопрос. А, могут ли люди не понять, как прорабатываться? То есть, допустим, я купил методику, и у меня ничего не выходит. И Мгм. возможно ли вообще такое? Что при этом делать? Да. Да? Ну вот смотрите, все мы очень разные, и если человек к этому не готов, то он Мгм. может не понять. То В есть начале, это когда ему я... надо, то есть не понимать. Да, он может не понять. Я в начале, когда смотрела первые видеоуроки, я их прямо конспектировала. Я останавливала видео, писала то, что я услышала, а потом заново все вот это вот пересматривала, Мгм. переписывала, перечитывала, да, для того, Ага. чтобы понять. Потому что для меня это было ново. Я вообще по профессии экономист, ни разу не психолог, да. Мгм. И, естественно, для меня это было новое. Но привыкаешь, ты учишь это, ты к этому привыкаешь, и, соответственно, потом постепенно это все становится более понятным. Да? Мгм. Кроме того, у нас в Якутске есть достаточно такое большое сообщество людей, которые пользуются методикой MasterKit. И поскольку это все в сети, мы своих партнеров, ну как, мы с ними встречаемся, обсуждаем, консультируем, что не получилось, как не получилось, да, то есть остаться без внимания практически невозможно. Мгм. Есть WhatsApp-группы, есть онлайн-общение. У нас в Якутске есть 3 офиса, которые работают на MasterKit, да. В принципе, можете обратиться к своему наставнику. Иногда бывает так, что с наставником вы друг друга не понимаете, но над вашим наставником еще есть наставник и так далее, да. То есть можно найти сообщество и людей, с которыми ты поймешь методику MasterKit. Ну, а кто может не научиться прорабатывать? Только тот человек, который не хочет. Если человек не хочет, то никогда не научится.
Я тоже, кстати, вот в первое время не смог прорабатываться и нашел причину. Мгм. И был прям зол на себя. Оказывается, Мгм. я хотел на самом деле не понимать методику и не принять его, чтобы потом обидеться на друга и сказать, вот я же тебе говорил, что это не работает. Мгм. Вот в подсознании, оказывается, ну, я сам-то Мгм. не Мгм. такой, но Ну да. подсознание говорит совсем о другом. Ну да, такое тоже может быть. Вначале это кажется как-то так вот даже ошарашивает, да, когда ты начинаешь работать со своим подсознанием. Потом ты к этому привыкаешь, да, Да, и перестаешь обижаться на самого себя за такое собственное подсознание. я вот даже нашел причину, для чего я хочу, чтобы у мамы сердце болело и чтобы она не выздоровела. Прикиньте, вообще жестко. Мгм. Я чуть не заплакал там. Ну, вообще любая ситуация, которая происходит рядом с нами, которая в нашей реальности, да, она так или иначе доля нашей подсознательной выгоды в этом все равно есть, Мгм. да. Но просто не надо себя в этом винить, потому что иногда люди начинают, вот, оказывается, я подсознательно хочу, чтобы мой ребенок болел там или еще что-то, да. У ребенка тоже есть своя программа, у ребенка есть папа, который тоже рядом, и в его реальности тоже больной ребенок. Но суть методики заключается в том, чтобы найти свои подсознательные выгоды и убрать их, Мгм. проработать. То есть не винить себя, не посыпать голову пеплом, да, а убрать свои стрелы в сторону вот этого человека и таким образом помочь ему быстрее выздороветь. Мгм. Но вот то же самое наверняка произошло с твоей мамой. Да, все верно. Мгм. Ага, и так, вот смотрите. Так, сейчас, где она? Ага. Так, допустим, я продаю, ну не допустим, я конкретно сам продаю методику, чтобы Мгм. помогать близким. Но иногда я встречаю тех людей, у которых говорят, вот, ну у меня пока денег нету, работа у меня не очень таки богатая, как мне быть, говорят, а кредит мне не дают. Как в таком То есть случае быть? человек просто не готов покупать методику. Да? Да. На самом деле это каждый человек принимает свое решение сам. Да? Ага, Ты уже выполнил свою задачу, рассказав про то, что такой метод есть. ага, Правильно? Вот, правильно. ну, знакомый или незнакомый человек, ну, человек, которому ты рассказал, он заинтересовался, но решил пока не покупать. Мгм. Ну, хочется человеку немножко еще постоять на обочине дороги, понаблюдать. Да, это его право. Мгм. Стремление причинить добро и сказать, нет, я знаю, что тебе обязательно нужно покупать эту методику, этого не надо делать, потому что это же работа с собой, Ну и да. человек, купив эту методику, он же потом еще будет работать над собой. Если человек внутренне к этому не готов, он этого делать не будет. Понимаешь? И он скажет, он сделает попытку, там 2 раза посидит, типа прорабатывается, и потом скажет, слушай, Валера, методика твоя лохушная не работает. На самом деле просто он в этом не заинтересован. Вот этот метод мастер-кит, он нужен людям, которые этого хотят, которые хотят развиваться, хотят что-то менять в этой жизни, хотят Мгм. работать над собой, достигать чего-то. А есть другие люди, которые хотят жаловаться, поплакаться в жилетку, да? Которые Да. хотят на обочине постоять, понаблюдать, может быть, посплетничать. Да, это тоже нормально. Но у каждого же человека свой выбор. Мгм. Просто у меня тоже вначале вот старалась всем прямо вот говорила, вот тебе нужна эта методика. Я же вижу, что человеку нужна методика. Методика нужна всем. Да. Но берут эту методику и занимаются, главное, в этой методике те люди, которые для тебя считают это нужным. Да? Выбор человека очень важен, его нужно уважать. Мгм. Хорошо. Так.